На 7. Я разговариваю, ну, русский это само собой, да, бурятский, разговариваю на тибетском, разговариваю на хинди, разговариваю на английском, разговариваю на испанском. Ни один из этих языков я специально не учила. То есть мне повезло, я достаточно хорошо усваиваю языки, я достаточно хорошо ими пользуюсь. Бурятский язык я учила у бабушки с дедушкой на летних каникулах, на каникулах осенних, зимних. То есть для того, чтобы сохранить бурятский язык, я считаю, что детей нужно всегда отправлять к бабушке и дедушке. Это мало того, что они воспитываются по-другому, да, у бабушки с дедушкой, они хотя бы получают какой-то минимальный объем информации о традициях. Сейчас традиции теряются, так же, как и теряется язык. Поэтому, когда нас отправляют к предыдущим поколениям, мы можем получить хотя бы маленькую толю. Если не большой объем, то хоть что-то у нас осядет. Поэтому, когда едут к бабушке и дедушке, разговаривают на бурятском языке, и нужно вот прямо заставлять ребенка разговаривать на бурятском языке. Тогда сложный вопрос, потому что я-то воспитывалась как раз-таки именно в этой традиции, да, я ездила. В другом случае, я даже не знаю, школы, наверное, уже и не так хорошо помогают. Сейчас детей нужно мотивировать. Нужно говорить, вот я тебе дам 500 рублей, выучи столько-то слов. То есть ребенок сейчас у нас корыстен. Ну, хотя бы вот так, да, если кнут и палка не помогает, ну, хотя бы пряником. Поэтому... А я думаю, в принципе, у нас сейчас дети такие рождаются, очень умные, все, без исключения. И если к нему правильно подойти, если ему правильно подать информацию, то ребенок сделает все. Нет вообще глупых детей. Есть дети, которым не нашли подход. Среди моих знакомых встречается столько, я бы сказала, детей, как вундеркиндов. Ему усвоить бурятский язык, наверное, раз плюнуть. А еще у тибетцев есть понятие, что как только твой ребенок родился, с малых дней и с ним нужно разговаривать на нескольких языках. Потому что до 2 лет ребенок может помнить какие-то толики, наверное, из прошлой жизни. Поэтому если у него есть предрасположенность к языкам, он ее может развить дальше. То есть если с ним разговаривать на разных языках. Поэтому если ребенок родился в бурятской семье и с ним разговаривать на бурятском языке, то он будет осваивать это очень быстро.